мои дорогие, я приветствую вас на своем канале Маш Доутша. Возилась в огороде, руки, конечно, не очень быстро отмыла, потому что позвонил таксист и говорит, что у него доставка с Макаса. Он, правда, сказал немножко неправильно, потом только открыв пакет, мы поняли, что это не оттуда. Но не буду говорить, что он говорил, он либо перепутал. И из-за того, что Танзила вовремя не ответила, доставка немножко опоздала для меня, а прислала мне подарок такой, именно на Рамадан, на Уразу Байрам. Можно сказать, наверное, скорее всего, моя заловка получается, потому что хозяйка этой кондитерской является Мака Яндиева. Она делает вот такие вот имбирные пряники, зефиры. Открой и покажи. Ну, какие-то интересные, подарочные. Вот. Она у Танзилы просила мой номер телефона и адрес, но Танзила опоздала, не брала трубку вовремя, видимо, пропустила свое сообщение с ее заказами, со всем этим. И немножко запоздавший подарочек. Но вот так вот она делает вот такие вот имбирные пряники. Не снимай мои руки, потому что действительно я в огороде ложусь. Вот. Фокусировалась? Они такие мягкие. На пробу посмотрим. Особенно тут сладкоежка. Здесь вот написано «Поздравляем с Рамаданом», а тут уже на ингушском «Марк Абахалчун». И на каждом прянике тоже вот разная надпись. И эти пряники она... Так, ну это мы все закрепим в комментариях, ссылку оставим на страничку в Инстаграме. Она делает разные вот такие вот подарочные. Ибрагим нашел сайт. Вот. Для деток на подарок. Вот очень интересные разные расписные, короче, имбирные пряники и зефиры. Как видите, все так красиво, красочно сделано. Вот. Жители Ингушетии, да если хотите и за пределами, могут заказать у нее и сделать такой подарочек своим родным. Действительно очень красиво. Видите? Вот. Я тоже своим внукам оставлю. Сладкоежка сразу сказал, что 3-4 штуки его. Они мягкие, но вот это вот не мягкое, вот пряник внизу мягкий, я вижу. Бабушке дадим, может быть, она сможет его тоже поесть. Попробуем. Вообще-то попробуй сразу же. И давай дегустацию скажи, пока выключи телефон. Может. Так, друзья, я попробовала. И пряник очень вкусный, действительно. Стоит такой подарок сделать. Просто оригинально и красиво, как вы видите. Так, явно не хочется руки показывать. Значит, что у них, еще раз повторюсь, сладкие подарки на любой вкус. Имбирные пряники с ручной росписью, леденцы с изображением, безе, зефир, маршмеллоу, съедобные букеты. Маршмеллоу. И принимаются индивидуальные и корпоративные заказы. Так что очень оригинально. Умница. Я люблю, когда вот так вот какое-то что-то открывается, свое, делается своими руками. Мне вот именно вот такие вещи нравятся, когда люди сами трудятся, чего-то добиваются, вкладывают свое здоровье, свои силы, свое умение в такую красоту. Это очень красиво. И большое спасибо тебе, Мака, я надеюсь, будет процветать твоя работа, она будет нравиться твоим покупателям, и у тебя их будет все больше и больше, желающих, покупающих твою продукцию. Это очень красиво. Огромное-огромное тебе спасибо еще раз. И, девчонки, если у кого-то там, у ребенка день рождения или еще что-то, это необычный подарок, действительно. Все остальное уже как-то, наверное, приелось и надоело. А вот такой вот необычный подарок бывает очень интересно. Мне тоже понравилось. И на вкус печенье, пряник очень вкусный. Ибрагиму тоже понравилось. Он стоит, хрустит, жует. Сладкоежкам очень понравится. Так что заказывайте, если что. Еще раз я вам скажу, что ссылку оставлю в описании, закреплю в комментариях, и номер телефона, и страничку Инстаграма. Если что, заказывайте. Я тоже буду очень рада. Я люблю поддерживать вот так вот людей, которые действительно своим трудом чего-то добиваются, чего-то делают. Особенно вот таких вот творческих людей.
Потому что хоть бы что бы ни было. Открыто у нас в Ингушетии, у меня такая, вы знаете, вот, прям бывает гордость, если что-то делают сами и кондитеры, и не кондитеры, вообще кто занимается, делает сам своими руками что-то. Так что я очень люблю и очень хочу вот таким вот людям помогать. Здравствуйте, мои дорогие. Маша Долша, я приветствую вас на своем канале. Не было меня несколько дней, меня уже начали искать. Спасибо вам, что не забываете про меня. Ой, так, ну что, покажу, чем я занималась, да? Много чего происходило в эти дни, не получалось снимать. Два ролика, вам скажу, было у меня снято практически. Но из-за того, что какие-то семейные дела мне не позволяли смонтировать его. До того, чтобы Ибрагим его смонтировал, мне надо все эти... Обычно я просматриваю, что я снимала, объясняю ему, даже не объясняю, а пишу на бумаге, где, что, зачем и как соединить. Но у меня для этого не хватало времени. И поэтому эти ролики уже как-то стали неактуальны, и я их просто удалила. Но сейчас уже вечер, как видите, солнце уже идет у меня на закат. 5 часов, уже 6 час вечера. Если, по-моему, даже около 6. Так, чем я занималась? Я посадила рассаду. Значит, вот эти вот первые 2 ряда, баклажаны и вот этот вот ряд помидор. Ряд баклажан и ряд помидор – это моя собственная рассада. Вот, в один день сажала я эту рассаду. Сейчас вам еще покажу. Сделаю отчет, что же я делала, да? Вот это все у меня было снято. И как рассажаю, и все, и показывала. Ну, как я говорю, я удалила. Вот это вот капуста. Это цветная капуста и брокколи. Вот как видите, длинный рядок. Тоже моя собственная рассада. Рассада, которую я вырастила на подоконнике. Сейчас я вам покажу, как рассада выросла, которую я посадила просто в землю. В принципе, капусту не надо. На рассаду даже сажать не надо, заморачиваться, потому что в землю я, которую посадила, намного лучше, чем это. Пекинская, вон, как видите, тоже посажена. Так, эту траву я уже опрыскивала гербицидом, но уже подвядает, по-моему. Я думала, гербицид некачественный, потому что с прошлого года у меня стоит. Я и дозу увеличила. 4 дня как опрыскивала я, но уже мне кажется, что желтеет. Посмотрим. Может быть, еще раз пройдусь. Надо вообще по периметру пройтись. Так, что дальше я делала? Сделала вот прополку картошки. Как видите, хорошеньких 4 ряда. И здесь тоже сделала прополку. Тоже вот 3,5 ряда хорошенечко выросла. Прополку я делала еще 3 дня тому назад, видите, а сорняк все-таки прет и прет. Не знаю, если бы как сорняк росло остальное что-то, это было бы здорово. Так, посадила я, посеяла, просто посеяла, можно сказать, посеяла, да, если правильно. Огурцы, 3 ряда огурцов, получается через ряд. 1, 2, 3, да. И, по-моему, я уже видела всходы понемножечку, вот. Да, вот видно. Сейчас я увеличу. Уже идут всходы. Вот это за то время, что я не снимала. Значит, дальше что? Купила уже рассаду. Вот эти вот 2 ряда, получается. 1 ряд помидор, который я говорила, это у меня своя рассада. Вот это. А это уже я купила. Вот как видите, длинный ряд. Это 60, по-моему, кустов помидор. И вот ряд перчиков. Получается, где-то 40 кустов у меня тут болгарского перчика и 50 кустов горького. Ну, немножко я расстояние оставила, чтобы они там не перепылялись. Там у меня 3 штуки, по-моему, капусты. Баклажаны, как я сказала, у меня свои. Но они вот такие вот в плачевном виде, потому что рассада у меня стояла на улице. А были такие холода, такие дожди, что она немножко, конечно, потрепалась. Но мне кажется, она вырастет. Вот несколько дней еще я ее подкормлю. Скорее всего, наверное, навозом свежим. Добавлю воду. Или даже, может быть, оставлю на 2-3 дня навоз. Скорее всего, так сделаю. На 2-3 дня побродить. И как раз будет время. И эту рассаду можно будет полить. И эту рассаду можно будет полить. Вот так вот, друзья. Ну, понемножечку огород, конечно, более-менее приходит в норму. Дело в том, что
из-за того, что были такие дожди, почти 10 дней подряд, я просто не успевала сюда зайти, что-то сделать. Просто из-за дождей даже, не из-за того, что там я чем-то занята. Вот этот вот огромный кусок, это, по-моему, 10 или 12 даже рядов картофеля. Но, как я вам тогда показывала, картофель у меня не взошел, да? И сейчас я даже и вчера, и позавчера хотела прополоть. Вот это все вот падаль, да, падаль называется. Картошка, которая сама по себе выросла. У меня здесь не было в прошлом году картофеля, как вы знаете. Была на той стороне картошка, вот где там чеснок, вот на той стороне. Но из-за того, что когда ее перепахивали землю, все-таки картошку сюда перенесли. Ну, мальчики нехорошо мне ее выкапывали осенью, получается. Сейчас хотела пройтись тяпкой, но уже, вот видите, сейчас уже видно, что она сходит. Вот. Вот, понемножечку она сходит, уже даже рядочек виден. Даже позавчера, 3-4 дня тому назад, я хотела, еще не было даже вот этих росточков, я хотела пройтись быстро тяпочкой, но не получилось, потому что эти ростки были уже почти близки к тому, чтобы выскочить. И я бы поранила бы их, поэтому я оставила. Ну, пусть будет. Будет мне немножко сложнее прополоть. Будет такой невзрачный вид. Но, в принципе, у меня никто сюда не заходит, никто этого не видит. Ну, вам, конечно, показываю. Ну, кто мне что скажет, да? Делать нечего. Погодные условия. Каждый год погода приносит свои коррективы, и я не знаю. Вот такие вот, друзья, у меня дела здесь в огороде. Что еще? Что еще? Ну, пойдемте дальше посмотрим, что я сейчас делаю. Тоже, вы знаете, не хотела снимать, но уже когда сделала Боровский, думаю, ну давайте-ка, уже несколько человек и в личку говорят, почему нету вас. Мне уже неудобно стало. Дальше. Так, что у меня тут? Солнце слепит. Вот тут вот, правда, сейчас не видно, но что выросла морковь. Валюша, это морковь от моей подписчицы из Германии. Правда, плохо видно, но ничего. Зашла. 2 рядочка зашла. Морковь. Чеснок, как видите, неплохой. Вот. Вручную я прополола, но нужно будет немножко еще тяпочкой. И я поняла, что мне надо было, наверное, чуть-чуть подальше делать расстояние. Хотя у меня тяпка маленькая, помещается. Так, укропчик. Вчера вот вручную сделала прополочку, рядочек этот. Здесь вот тоже укропчик. Правда, он с огрехами повыскакивал. Ну, ничего. Это тоже от моей подписчицы. Так я даже этого не могла до сих пор добиться. Но сейчас хоть это. Но вы знаете, у меня очень много муравьев. Может быть, это муравьи таскают. Тут я еще немножко подсеяла укропчика. Тоже уже зашел. Кое-где вот хорошо взошел, видите, а здесь вот огрехи. Вот не знаю, что это такое. Или я подсыпаю, земли может быть много, или действительно муравьи таскают у меня эти семена. Так, вот, и петрушка такая же. И с петрушкой такая же петрушка, вот видите, огрехами. Как видно, вот видите, это были ряды длинные, но выросла огрехами. Даже кинза вот. Один рядок кинзы еще более-менее, а второй рядок кинзы какой-то тоже с огрехами. Ну, какой есть. Зато руккола, видите, какая цветет и пахнет, можно сказать. Да, вот руккола нормальная. Я очень люблю рукколу. И уже хорошенечко ее даже подъела. И просто в салаты, и я ее и просто так ем. Она мне очень нравится. Так, вот сделала Боровский для моркови еще. Не знаю, в этом году рискую еще посадить морковь. Морковь у меня вообще, сколько я здесь живу, по-моему, 1 год только была, и то меленькая. Ну, посмотрим, что будет в этом году. Вот прополола лучок. Это я сегодня, не сегодня, а вчера вечером ставила вертушку, поливала. Поэтому так сыро. Но вот эту траву не стала собирать. Раньше, когда мы пололи, друзья, вчера вспоминала, даже снимала это. Не вчера, а позавчера, по-моему, было. Нет, вчера было, снимала тоже, но не буду выпускать. Решила сегодня заново. Когда вот так вот мы пололи, ну, я имею в виду мы, потому что мама со мной тоже полола всегда. Мы собирали всю траву, которая была в огороде, да, и выносили ее.
Джабраил всегда, мой второй сын, говорил: зачем вы ее выносите? Пускай там же она остается, высыхает и уходит туда, куда... Я говорю, нет, мне не нравилось. Мне хотелось, чтобы было все черное, красивое, без сориночки, без ничего. Действительно, была такая вот блажь. Вот, вообще вот горела желанием постоянно работать в огороде, чтобы было красиво. И когда к нам приезжал дядя моего мужа, он всегда первым делом, летом, первым делом заходил в огород, ему это так нравилось, и огород, и сад, и малина, и все, что в огороде растет. Он всегда говорил, раньше ютуба не было, если бы ютуб был, он бы и вообще сказал бы, сразу бы сказал, открывай ютуб, он мне говорил, ну вот как бы пригласить телевидение, чтобы показать этот огород. Он тогда действительно был очень шикарный. Сейчас, конечно, совсем не то. Даже Мадина говорит, мама, с каждым годом у тебя огород все хуже и хуже. Вот так вот, друзья. Так, здесь что у меня? Вот шпинат. Ну, такой небольшой рядочек. Тут я уже съела его. Тоже, так как я, в принципе, стараюсь придерживаться правильного питания, всю эту зеленушку я добавляю в салатики. И тут вот еще небольшой рядочек петрушечки. Вот это вот. Так, с этой стороны покажу. Видите, вроде бы без огрехов. Маленький рядок был у меня посажен. Хороший, без огрехов. Ну ничего, там петрушечка. В общем-то, вырастет. Будет, хватит. Лучок, как видите. Это вот вертушка у меня крутилась, и он у меня там упал немножко. Ну ничего, встанет. Так, вот, смотрите. Это вот семена, семеной посеянная у меня капуста. Сиреневая такая капуста, видите? Что я не стала ее пропалывать, потому что я ее буду отсюда выдергивать и пересаживать. Я еще также сажала капусту, как она, кальраби, да? Нет, не кальраби, вру. Брюссельская. Это брюссельская капуста, но выросла только 3 штуки из пакетика почему-то. Так, что дальше? А, вот, хочу вам показать. Такой это салатик тоже вот. Ну, с небольшими огрехами. Ну, ничего. Это из-за холодов, скорее всего. Такие холода же были. Так, щавель уже один раз я сверху срезала, что он пошел в семена, но он все равно идет в семена. И сегодня моя подписчица Анжелика говорила, что она заморозила щавель. Вот я тоже нарву вот эти вот все листы и тоже заморожу. Пускай у меня будет, да? Хотя у меня вот уже есть рядочек в этом году. Все-таки зашел щавель. Я прополоть не успела вот этот вот кусочек. Надо мне будет прополоть. Я вот дошла до этого кусочка, но все буду делать понемножечку. Ничего страшного, что уж поделать, но не получается у меня и заказы, и дома по хозяйству, и корова отелилась, и надо и молочко пропустить, и творог сделать. Много прибавилось забот, хлопот, ничего. Так, вот видите, я насчет чего? Вот насчет этой капусты. Так, присела, вот. Вот это вот рассада капусты, это брокколи. Вот это цветная, чуть-чуть поменьше, но посажена в один день. И чуть-чуть реже взошла, конечно, но брокколи зашла прям удачно, прям вот очень хорошо. И она ничем не уступает той рассаде, которая намного раньше посажена у меня в доме. И вот смотрите, пекинская тоже. Даже она пекинская намного больше, выше, чем посаженная мной дома. Так что на будущий год капусту я вообще не буду сажать на окне. Что у меня еще? Так, клубника. Я не успела ее проредить, свою домашнюю клубнику. Уже есть ягоды. И подкормить еще даже не успела. Может быть, завтра. Сегодня не буду. Не получится у меня подкармливать. Вот видите, уже ягодки есть. Она очень вкусная, пахучая. Не знаю, что за сорт, но очень вкусная клубника она у меня. Она не ремонтантная, она плодоносит только один раз. Все, сегодня много чего не успела, потому что у меня были дети. Алло? Так, звонила родственница. Ну все, морковку посадила. Теперь что у меня? Еще кое-что есть. Что крис-салат я купила, надо посадить где-то. А вон бороздку сделала рядом с петрушкой. Туда, наверное, посажу крис-салат. Тоже эти все салатики, все специально, чтобы для правильного питания. Но петрушку, наверное, я подкуплю и все-таки подсажу сюда, чтобы не было таких больших огрехов. Наверное, она догонит потом, да? Мне кажется.
Вот такие вот дела, друзья. Ну все, немножко еще поработаю, полчасика. Скоро придет мой сын домой. Приготовлю. Готовить ничего не буду, потому что на обед я готовила домашнюю лапшу с курочкой. У нас осталось, все мы поели. Как раз для него осталось. Так что на ужин ничего не буду готовить. Привет! Здравствуйте, мои дорогие, доброе утро. Маш Долча, вас приветствует Мухаммед. Так, это второй день съемки, у меня в гостях мои внуки. Привет, Аишка. Ты не скажешь? Не скажешь привет? А? Говори тогда. А жил, да, Мухаммед из привета. Привет, Мухаммед. Привет, Мухаммед. Уже Мухаммед научился привет говорить. Мазеля. А будешь го? Да? Сейчас будем завтракать? Кашу будем? Будем. Все, мама пошла на работу у них. Они у меня. А ну-ка, как ты там у нас одета сегодня? Встань на диванчик, встань. Встань на диван встань. Так, тебя не видно. Совсем на диван. Вот какая красавица Ишка. С нянёшкой, да, у тебя там нарисовано? Нянёка, да? Лошадка. Кофточка от нашей Гали. Вот какая красавица моя Ишка. А неси, юбочка неси. Юбочка неси. Умница ты, мамина. Ты в садик не пошла сегодня, да? Ты с мама хотела посидеть, да? Да? Да. Вот. Мухаммед немножечко приболел. Его везли сюда, и она отказалась поехать в садик. Приехала к бабушке, к маме. Ну все, друзья, буду сейчас их кормить кашей. Мухаммед, Каспер, где он, дочь? Вин, царь, все. Сейчас бабушка тебе даст, а? Изи, сейчас будем кормить их. У нас пшеная каша на завтрак была. Сейчас ее немножко разогрела, потому что мы очень любим пшеную кашу с моим старшим сыном. Каждое утро практически ее едим. Ну, мы все едим, и мама моя тоже очень любит, бабушка наша тоже любит. Мы уже все позавтракали. Теперь, как я сказала, разогрела им кашку. Друзья, смотрите, у нас тут новые жильцы. Да, Ишка? У меня есть новые жильцы. А Ерзу? Будем кормить их? На, держи. Сейчас, вот понемножечку кидай им туда. Кидай. Вот. Квочка моя вывела 15 цыплятушек. Мы их сейчас будем кормить. Вот, им уже 3 дня. Даже, по-моему, 4. Вот так. Погода у нас солнечная. Хорошенькая. Работы у нас с Аишей много, да, Ишка? Да. Аиша, Аиш, работы много у нас, да? А ты видела груши наши, Хаел? Хаел, посмотри наши груши. Видела груши? Нет. Посмотри. Нет. Теперь видишь? Ну все, хватит. Сейчас водички им принесем еще, да? Все, Ишка, хватит. Надо будет нам и кормушку покупать. А пока пусть так вот едят. Ну, курица испачкала. Ты туда не кидай, сюда кидай. Все, хватит, Аиша, все. Держу уже. Так, друзья, сейчас мы с Аишкой будем кормить уже большую птицу нашу, да, Аиша? Да, кормушка грязная, да, но ничего. Так, друзья, я их сюда вот закрыла в этом, можно сказать, в этой клетке или как, я не знаю. Потому что во дворе они у меня уже
Сейчас я открою, Аишка, не пачкай платье, поставь, я сейчас открою. Сейчас мама откроет. Сейчас я поговорю, и мы откроем. Хайрдама хаклат, видишь? Платье, Хайрдама хаклат, видишь, хорошо? Сейчас почистим. Короче, вот так вот. И гуси у меня тут уже второй день. Вчера я их сюда загнала. Конечно, на ночь загоняю их в свою уже котельню. А днем они здесь. Еще мы травки, наверное, рвем. Вчера тоже понакидала травки. Гусята у меня, конечно, травку сожрали буквально за 2 дня здесь. Так, корм у меня, этот корм, который для гранулы, для бройлеров. Ну и сюда я еще добавила, уже покупать этот корм для меня накладно. Я стала сюда добавлять дробленую пшеницу и дробленую кукурузу. Мне они так быстро растущие не нужны, потихонечку только. Поэтому как-то так. Сейчас вот в кормушку переложим. Птичку покормили, немножко травки покидала. Мне еще есть огородные работы. Надо кое-что еще подсеять. И прополоть до обеда чуть-чуть, пока солнышко не будет. Все, до 11, наверное, потружусь в огороде. Вот так вот. Посуду надо убрать. Ну, короче, до 11 буду в огороде, а потом будем готовить обед. Так, друзья, ну мы с Аишкой в огороде повозились. Прополку сделали. Правда, сажать ничего не сажали. Сейчас скоро придет Мадина с работы. Ну уж как-то я, наверное, немножечко буду показывать, что я готовлю. Знаете, я в большинстве случаев и не показывала, и не делала, потому что ну, ничего интересного я не готовила. Все как всегда. Да и сегодня у меня ничего интересного не будет. Но уже все-таки с какой-то мертвой точки нужно сойти, мне кажется. Потому что роликов уже давно нет. Как я сказала, девочки пишут, что почему не снимаю. И все-таки решила сегодня, да, хоть и элементарное что-то, бюджетное, можно сказать. Покажу, что будет у нас сегодня на обед. Так, ну что у нас будет на обед? По-моему, видно, да? Пошатнула я вас. Так, значит, у меня тут куриные желудочки. Снова сделала ревизию у себя в морозилке. Там много чего внизу на дне. Никак не докончу все это. Надо все уже заканчивать. Лежат они уже давным-давно. И поэтому вот такие вот, как будто бы, ну, сами знаете, что после морозилки они бывают такие вот, как бы не свеженькие, да? Ну, что мы будем с них делать? Просто прожарим. Это я вот нарвала лук, где я делала прополку. Он не мешал. Это прошлогодний лучок. Чесночок, морковка. Ну и все. Не буду старый лук добавлять, потому что порежу вот эти вот части, которые, да, вместо обычного лука. Зеленушку пока не буду. Так. Субпродукты полезные, вы это знаете, во-первых. Во-вторых, сейчас очень много, я смотрю в Ютубе, бюджетные блюда стали выходить, потому что все-таки все очень дорого. Не все могут себе позволить купить и мясо, и курицу, и ну, любое мясо. Потому что все дорого. Действительно, очень все дорожает. И жить, конечно, стало намного труднее, я вам скажу. Так, ну что. И немножко про комментарии напишу, говорю, скажу вам, что именно вот насчет готовки были комментарии. Был давно комментарий какой-то. И буквально вот на днях еще один комментарий, то ли вчера, то ли позавчера она написала мне, к сожалению, ник не запоминаю. Так, давно, который был написан, был такой комментарий, что давайте мы вам, зрители, будем какие-то рецепты давать, да, а вы будете готовить. Вот типа такая, мол, рубрика будет интересная. Блюдо от подписчиков. Это действительно был такой комментарий. Я как-то прочитала, но на него не ответила. Это однозначно. Это просто было, по-моему, когда был пост у нас. Поэтому тогда мне совсем не до этого было. А сейчас буквально вот тоже на днях был комментарий, что давайте по пятницам мы будем готовить, вы будете готовить что-то интересное, новенькое, что вот не было на канале, что-то такое новое по пятницам, чтобы, ну, женщина, которая написала, она работает и хочет на выходные баловать своих детей чем-то новеньким. Писала она, что готовила по моим рецептам кое-что.
Ну, девочки, я, конечно, не такой кулинар, и канал не кулинарный, поэтому я не знаю. Но я постараюсь, давайте будем. Если вам интересно, девчонки, друзья, напишите, стоит ли это делать, да? По мере того, как я смогу это делать, мы будем, наверное, что-то новенькое искать, смотреть. Вы мне предлагаете, давайте, чтобы я смогла приготовить. Мне самой это интересно. Конечно, летом времени будет поменьше, но я буду стараться. Хотя бы, да, вот хотя бы по пятницам постараемся приготовить что-то интересное, что-то новое. Так, ну вот, друзья, лук порезан, морковка тоже нашинкована. И смотрите, я еще в морозилке нашла такое на кости мясо, несколько кусочков. И хочу отварить борща. Дело в том, что, ну, не на обед, конечно, борщ будет у нас на ужин, кто захочет, хотя мальчики не очень борщ любят. Ну и на завтра, и на послезавтра, на несколько дней наварю борща, чтобы потом не надо было мне на это самое. Ну, не надо было мне готовить, я могла в огороде возиться. Поэтому приготовлю. Еще сегодня, наверное, кое-что приготовлю, посмотрим. Чтобы было готово, только нужно было бы разогреть. Потому что все-таки у меня очень много времени уходит на готовку, и я не успеваю сделать все, что нужно в огороде. Так, морковочка. Вот туда. Все. Так, ну все, теперь газ включу. Так, все. Теперь пусть это будет обжариваться. Тем временем я нарежу желудочки. Так, они высохли уже. Я сюда не положила масло. У меня масло. Это куриный жир растопленный у меня, друзья. Так, ну вот, друзья, лук с морковью почти у нас. Что? Ничего, это я снимаю еще. Почти готов. Хорошенечко обжарился. Теперь мы сюда добавим. Вообще-то хорошо было бы, если бы была приправа для курицы. Но у меня как таковой ее не оказалось. Но у меня есть такая вот приправа, которую я покупала для куриного шашлычка именно. Поэтому я добавлю ее. У меня немножечко в кусочке оставалось. Добавлю ее и немного добавлю хмели-сунели. Для аромата. Что теперь дальше? Так, теперь добавим немножечко, так, знаете, вот на кончике ложечки, чайной ложечки, ну, 1/4, может быть. Вот так вот немножечко соды пищевой. Это для того, чтобы желудочки быстрее приготовились. И теперь уже просто выложим сюда наши желудочки. Обжарим их до золотой такой корочки, да? Ну, пока просто обжарим. Потом уже будем тушить. Воду поставила на гарнир. Будут у нас спагетти, скорее всего. Сделала ревизию у себя в крупах. Круп у меня... Ой, крупах говорю, в макаронах. Ну, в крупах, макаронах, так, в кладовке посмотрела. Макарон нет, есть только спагетти. Это без разницы. Уже пора закупать и продукты. Я затарила где-то в марте месяце. Мне этого хватило до сих пор. Ничего не покупала, никаких круп, никаких вот этих вот именно вещей, ничего. Потому что всего было достаточно. Ну все, прикрывать крышкой не буду. Пусть обжаривается. Так, посолить еще надо будет. Посолим мы тоже солью этой адыгейской солью. Она такая тоже пахучая.
хорошая. Тензила мне ее прислала. Все. Теперь обжаривается. Так, ну вот, друзья, теперь, когда мы обжарили наши желудочки, я хочу сюда положить, решила положить чеснок, но вот эти вот зеленые, чтобы они не пропали. Они также ароматные, если не ароматнее, также полезны. И еще зеленого лука тоже нарезала. Все. Аромат пошел сразу. И от чеснока, и от хмели-сунели. Что дальше? Дальше я положу лавровый листик. У меня тут есть такая приправа, 15 овощей и трав, универсальная. Немножко добавлю для аромата, тоже мне ее аромат нравится. Потому что субпродукты, вы сами знаете, у них свой специфический запах. Но хотя уже все там перебито. И хмели-сунели, и все остальное. Но кашу маслом не испортишь. И теперь нальем сюда водички. Теперь как только закипит, хорошенечко начнет туда кипеть, убавим газ и на медленный огонь. Подождем, пока закипит. Ну вот, друзья, блюдо мое готово. Сейчас выдержку немножко. Немного что-то очень шумит она. Так, как видите, вот такая вот подлива с ней получилась. Если хотите меньше подливы, то наливайте меньше воды просто. Ну, мне не мешает она вместе со спагетти, вон, макарошки. С макаронами, с пюре, с гречкой, хоть с чем. Кто с чем хочет, с рисом, хоть с чем можно. У меня картофеля нет. Как я сказала, все мои запасы практически закончились. Надо все покупать. И времени нет поехать. Понемножечку покупаю тут в магазине у нас. Но это очень дорого все-таки. Здорово, когда будет своя картошка. У меня обычно где-то числа 10 июня уже была своя картошка. Но в этом году она у меня только и взошла. Так, петрушечку. Эти я не буду добавлять. Петрушка у меня своя тоже, прошлогодняя. Мадина еще не пришла. Мы дождемся Мадина. Аишка, правда, уже сидит. Кушает, балуется. Ты не балуйся, кушай. Аишка, давай кушай. Ой, большая муха залетела. Все, надо быстро шторку к двери. Уже все. Сезон мух тоже пошел. Тем более во дворе, когда много скотины и птицы. Это однозначно. Надо к двери шторку весить. Завешивать. Все, выключаем. Тебе на стуле удобнее, да, Аиша? С дивана пересела на стул. С дивана ты не так могла дотянуться, да? Так. Сейчас.
такое вот бюджетное получается блюдо. Салатик какой-нибудь. И все, кто не любит. Первое можно без первого. Кто любит первое, то уж вместе с первым. Только уже, наверное, порция будет поменьше. Как я сказала, мы небольшие любители первого. Иногда, конечно, едим. Но не всегда. Хотя кастрюля для борща у меня стоит. Паучок опять. Вот так вот, друзья. Не знаю, что я буду показывать дальше сегодня. Буду ли я снимать. Но пока как-то так. А еще не стучи. Пока вот наш обед. Мы сейчас дождемся минут 15 Мадины. Мальчики будут только вечером. Для них что-то другое придется готовить. Ну или если останется, конечно, и это кто захочет. Но еще надо готовить. Сегодня, как я сказала, я хочу приготовить кое-что для запаса, чтобы 1-2 дня мне не готовить, а только разогревать. Очень это хочется сделать, но не знаю, получится у меня или нет. Но вот желание такое у меня есть. Вот так вот. Вот такое блюдо. Всех благ вам, друзья. Как-то так у нас сегодня.